А когда можно увидеть в Якутске северное сияние? А у вас что, картошка растет? У вас на улице алмазы валяются. И олени еще тут, между прочим, по светофору переходят. Эти и многие-многие другие мифы я часто слышу от своих друзей из других регионов. И на самом деле вот таких сказок о Якутии очень-очень-очень много. И сегодня я решила собрать для вас небольшую подборку и рассказать правду, наконец, о том, какая она Якутия, и чтобы вы не думали, что у нас тут, знаете, у каждого ручной мишка. Самое популярное, что якутский минус 50 это как московский минус 20. Ну что, друзья, поехали! Якутия – это же такой холодный регион. Да у вас здесь зима круглый год. На самом деле это отнюдь не так. Зима у нас в регионе длится 8 месяцев. Да, это очень и очень холодно. Но, тем не менее, у нас резко континентальный климат, и летом температура поднимается до плюс 30 и даже выше бывает. Это лето 2020 года было вообще аномально жарким. Так что у нас здесь и летом можно очень хорошо провести время, ну и зимой, естественно, поморозить свои косточки. Следующая сказка – это то, что в Якутске можно увидеть северное сияние. Ну, она, как сказать, сказка. На самом деле я здесь живу уже около 20 с лишним лет, и я ни разу не видела северное сияние, хотя мои друзья уверяют, что видели. На самом деле это красивое природное явление можно увидеть в районах северных, якутских, арктических. Там, да, каждую зиму обязательно можно увидеть, как небо разными красками начинает переливаться, но здесь, в Якутске, нет. Все дело в том, что мы находимся на 62-й параллели земного шара, соответственно, не можем увидеть, потому что мы не так близко находимся к магнитному полюсу Земли. Все дело в этом. Но, как я уже говорила, есть некоторые люди, которые уверяют, что чуть-чуть можно увидеть. Но, друзья, ехать в Якутск ради северного сияния точно не стоит. Якутск – это самый большой город, который построен на вечной мерзлоте. Но, друзья, картошка у нас растет, в Якутске точно. Мои друзья в Москве были очень удивлены, что у нас даже есть свои бренды. Вот, допустим, алекминская картошка, хангаласская картошка. У меня родители из Мегино-Хангаласского района, там замечательно вкусная картошка. То, что касается северных арктических территорий, там, где тундра у нас, да, там картошка не совсем растет. Ну, она не растет там. Но люди даже и к такому приспособились. Мне показывали не такие, знаете, грядки, которые находятся над землей, чтобы как бы земля же промерзшая, холодная. И вот в таких вот грядках в тепличных условиях тоже выращивают картошку. Да что картошку, у нас в Якутске выращивают и арбузы, и землянику, да что угодно. Даже у нас есть сейчас такие круглогодичные теплицы, где есть помидоры, огурцы. Ну, конечно, это все за очень высокую денежку, но тем не менее растет же даже у нас на севере. Медведя по городу Якутску я ни разу не встречала. Хотя, да, практически все населенные пункты, которые располагаются в Якутии, они окружены тайгой. И да, действительно, там иногда забредают мишки в села. Но это происходит уже больше, знаете, не в центральной Якутии, а чуть-чуть севернее, чуть-чуть южнее, там, где больше тайги и леса. А здесь очень шумные города. Якутск — это крупнейший город у нас в Якутии. Соответственно, здесь медведи не ходят. Лошади, да, это вот следующая проблема, которая у нас есть. У нас по городу летом могут прогуливаться лошадки, коровы, которые забредают там с пригорода города. Да, такое бывает. Иногда даже бывает опасно. Тем не менее, это ни в коем случае не медведи. Алмазы добывают в Мирнинском районе республики, золото в Южной Якутии, уголь. У нас вообще очень много разных полезных ископаемых, но они не валяются вот так вот просто тут у нас на улице. И, что еще важно знать, нельзя добывать золото просто так. На это нужно специальное разрешение, и даже если вы где-то что-то найдете в природе, что вряд ли, я ни разу не встречала, друзья, то как бы у вас могут быть проблемы с законом. У нас часто мелькают разные новости, где люди пытаются провести самородки чуть ли не в трусах, изобретают абсолютно разные способы, но их ловят, и, соответственно, мы потом вот читаем разные смешные заголовки. Многие считают, что якутский минус 50 это все равно, что московский минус 20, потому что у нас сухой климат.
Итак, я жила в Москве 2 года и могу с уверенностью заверить вас, друзья, что да, когда на улице очень влажно, слякоть, минус 20 ощущается по-другому. Но минус 50, это, черт подери, минус 50! Это никакие не минус 20. Я в Москве могла спокойно проходить всю зиму в пальто, в теплом пальто. Здесь, друзья, я в декабре не рискну выйти на улицу без унтов, теплой шапки или вот хотя бы, чтобы был вот такой вот капюшончик. Ну и, конечно же, без пуховиков и без ватных штанов. Потому что, реально, я хочу жить, я не хочу обморозить себе конечности. Еще один миф. У меня же были еще мифы, нет? Какие еще мифы были? Я вспомнила про оленей. На самом деле народ Саха, они не занимаются оленеводством. То есть оленеводство – это промысел коренных малочисленных народов Севера. Эвены, эвенки, долганы, да, вот они занимаются. И, собственно, олени стада, они должны находиться где-то далеко в тайге, либо в тундре, они кочуют. Здесь, в Якутске, нет стад рядом с городом вообще. И, собственно, у меня много знакомых, которые никогда не видели оленей стада. Это не так легко выехать и увидеть. Это надо ехать в какой-то определенный район, не так рядом расположенный с городом Якутском. Дальше там в тундру или в тайгу много-много-много часов, и, собственно, это не такое уж и легкое дело. В общем, друзья, здесь олени по городу не ездят, и на собачьих упряжках тоже, так что это тоже миф. Друзья, на этом мои мифы подошли к концу. Я надеюсь, что вы обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, поставите лайк и обязательно пишите в комментариях, что вы слышали о Якутии, с какими мифами еще сталкивались. Будем их развеивать вместе с вами уже там внизу в комментариях. Ну а я желаю вам хорошего настроения и теплых носочков. Все, всем пока, друзья! И напоследок фонтан из воды. Не знаю, получится, не получится. Раз, два, три.